Фронтовые письма-треугольники как подарок к юбилею Победы. В преддверии 9 мая владикавказские школьники сложили 1000 легендарных конвертов. 70 лет назад почти такие же письма-треугольники отправляли бойцы с фронтов Великой Отечественной войны. На полях сражений конверты были в большом дефиците, поэтому письма просто складывали, их не запечатывали. Каждая весточка проходила цензуру. Адрес писали на наружной стороне листа. В блокадные годы полевая почта была единственной ниточкой, связывающей солдат с их родными. Почтальоны, рискуя жизнью, доставляли письма адресатам. Об их подвигах сегодня рассказали старшеклассникам. Ребятам зачитали и отрывки из солдатских посланий. С большим вниманием и интересом слушали школьники о тех тяжелых годах. Наша акция направлена на патриотическое воспитание наших детей. Не забывать историю, не забывать ветеранов. Помнить и чтить, какой подвиг они сделали для нас, для всех нас. Сегодня благодаря ним мы есть. Ученица 9 класса Полина Гадзацева не смогла сдержать слез при рассказах о военных событиях. Она вспомнила о дедушке, который в 15 лет ушел на фронт. 2 года назад его не стало. Девочка говорит, что, несомненно, тоже отправилась бы защищать родину. Несмотря на свой возраст, я бы стала на защиту своего отечества. Даже если бы мне было лет 10, даже если бы я лет 7 было, я бы все бросила. Для того, чтобы дальше мои внуки или правнуки жили свободно. Для того, чтобы они не находились под натиском своих врагов и чтобы они жили в чистой, свободной стране. Письма-треугольники, сложенные учениками с особым трепетом, Почта России доставит ветеранам вместе с персональными поздравлениями от президента страны 9 мая. Фронтовики и труженики тыла смогут бесплатно и в любой период времени отправить их родным и знакомым по всей территории страны. Ангелина Васильева, Заур Цеов, Осетия ТВ.